Житель микрорайона Восточный 2 Радис Ганиев пришел решить наболевший вопрос. В течение 8 лет он пытается добиться асфальтирования тротуара по улице Молодежная. Кроме того, на этой улице нет стоков для воды, что доставляет неудобства, особенно весной, когда тает снег. Я живу в микрорайоне Восточный 2. Вот меня волнует несколько вопросов. Пока я живу там, лет 8 я живу в этом микрорайоне, были уже 3 смертельных случая. Так как у нас по нашим улицам машины едут, где и пешеходы ходят. Для пешеходов места не отведено, тротуаров нет. Весной через дорогу молодежную, асфальт, вода течет, ручьи бегут, где для отвода воды под асфальтом трубы не положено. Все это меня очень волнует, так как весной затопляет чужие участки, чужие погреба. Выяснилось, что Радис Ганиев обратился не по адресу, но все же ему обещали, что необходимые меры предпримут и вопрос будет решен. Я думаю, что вот представители архитектуры, тоже зам главного архитектора, в какой-то мере они должны сегодня дать ответ на этот вопрос. Подобные приемы граждан проводятся регулярно, раз в месяц во всех городах по графику. Это дает определенный результат, так как проблемы решают на месте, и все недочеты можно будет увидеть воочию. Сегодня проводится прием граждан в городе Нефтекамске. Значит, по предварительной подготовке этого мероприятия поступили ряд вопросов, связанные в основном то, что вопросы касательно инспекции государственного строительного надзора, который я представляю, вопрос уплотнительной застройки в вашем городе. Ну, еще есть несколько таких рабочих вопросов, связанных с работой инспекции, в частности, по качеству строительства, по работе нашего отдела инспекции, который здесь называется Северный отдел. Вот. Эти вопросы в рабочем порядке будут решаться. Всего на прием подали заявку 7 человек, пришли и того меньше. То ли сказалось лето, то ли горожане перестали верить в действенность подобного рода мероприятий. Тем более, что скоро выборы, и в обещания, данные накануне, многие просто не верят. Регина Магазов, Денис Кузнецов, информационная программа «Время новостей».